Покидаем улочки Ялты. Не удержали, сейчас ехали, увидели такие люльки, фуникулер тут ездит. Перед вами гора Медведь. Такие вот улочки здесь узкие, не разъехаться. Наконец сегодня в гамаке посплю, надеюсь. Ветер, конечно, такой прохладненький. Вот смотрите, как отсюда. Какие виды. Хотя мы еще только 2 минуты поднимаемся по этой тропе. Покидаем улочки Ялты. В отеле отдохнули, набрали сил и дальше едем куда-нибудь, пока не знаем куда опять. Хотим на пляже заночевать хоть разок, но еще не нашли, куда можно на машине подъехать. Едем в сторону Грузуфа и будем искать. Импровизация, как обычно. Не удержали, сейчас ехали, увидели такие люльки, фуникулер тут ездит. Видимо, какая-то смотровая штука, сверху на Ялту посмотреть. Вот сейчас прокатимся. Идем искать, где там начало. Да, такие здесь улочки. Я вот вчера мы вечером погуляли. Я, конечно, камеру не стал брать. Ну, что-то мы просто хотелось, отдохнуть, без съемок, без ничего. Просто вот, просто отдохнуть. Погуляли. И вот, конечно, тоже так вот вверх-вниз. Ялта для меня открылась по-новому. То есть она здесь огромная, большая территория, и вот вся такая вот в таких спусках, подъемах. Очень мне такое нравится. О, вот. Мы, кажется, прям вот куда надо пришли, да? Ну давайте, располагайтесь. Угу. Опа. Ух ты, как необычно она болтается. Такой тут на входе ретро-кар стоит, прикольный Ford. Кожаная обивка. Хотел бы такой, видишь, да? 4,7 литров. Ничего себе, такой мощный тупой.
Подъезжаем к Гурзуфу. Вот перед вами гора Медведь. Такая тоже достаточно знаменитая по Крыму. Вот там есть тропа. Я по ней как-то ходил, туристическая, можно подняться наверх. А нам надо найти где-то место для ночевки вот в тех местах. Ну или в других. Мы себя, в принципе, не ограничиваем. Хотим сначала найти место, где заночевать. Вот тут под горой Медведь нашли кемпинг. В принципе, отличная полянка, чтобы заночевать. Даже гамак можно повесить, вот нормально здесь. И вид вполне неплохой на горы. Но мы хотели на море, конечно. Есть желание одну ночь где-нибудь близко к морю переночевать, попробовать. Но мы не можем найти место, где можно на машине приехать и встать. Поищем еще. Сейчас в Гурзуф съездим, там погуляем. Если не найдем, то приедем сюда. Будет тут наша ночевка. Да, Михан? Да. Старается не мешать моим разговорчикам. Сегодня я отдыхаю от руля. Маршрут перестроен. Поснимать. Через 50 метров поверните на... Такие вот улочки здесь узкие. Не разъехаться. Ну да. Получается, многоэтажки такие жилые стоят в таких, да, местах. Все, дальше пешком. Сейчас выйдем на набережную, почти подъехали. Конечно, сложновато тут ездить на машине. Что по ценам? Шашлык 300 рублей 100 грамм. Да. Где-то вот я уже в такой проулочек, и там домик. Только где, блин? Да. Я тут 3 дня жил. Было дело. Ну вот мы тут ходили, да, на пляж. У моря такие домики тут и прикольные для аренды. С видами тут, там, здесь так вот все каскадом идет. Сходим на дачу Чехова. Музей. Не, я бы пожил так здесь, в таких вот улочках. Вон, видишь, такой дворик. Музей Чехова сегодня не работает весь день. Увы, не попадем. Так, что у нас? Вид какой. Напоследок решили панорамное кафе Мольберт посетить. Обещает красивые виды. Рекламка. Такие вот чайки вон. Что это
Все, разбиваем лагерь потихоньку. Палатки поставили. Сейчас я тут гамак повешу. Ну, потом, когда уже спать буду ложиться. Потому что сейчас костер решили небольшой сделать. Вот, наконец-то у костра посидеть. Здесь специальное место оборудовано. Это кемпинг. Ну, такой небольшой костерок. Чтобы просто посидеть. Дрова. И просто посмотреть на костерок. Вон дрова на этом месте. Наконец сегодня в гамаке посплю, надеюсь. Ветер, конечно, такой прохладненький, но не знаю. Должно быть нормально. Конечно, уже прохладненько так на улице спать, но я даже вот, я лег сначала в куртке, ну так просто лег, потом ее, ну, поснимал и снял, конечно, и потом. Не устану повторять преимущество гамака, что можно повесить в каком-нибудь таком видовом месте, с утра проснуться и валяться. Кайфовать от видов. Ну что, собираем лагерь, сейчас будем думать, куда ехать дальше по погоде. На Ипетре или в Судак. Сейчас что-то мы еще не решили, как обычно. Пасмурно и достаточно так зябко на улице. Вот наконец в гамаке поспал. Прям очень здорово. Особенно вот я говорил, что люблю просыпаться с красивыми видами. И вот сейчас вот тент сверху я натянул так вот одну сторону вверх специально, чтобы у меня был открытый вид. И это, конечно, было очень кайфово. Ну, а что, спальник под низ положил. Там внизу еще у меня пенка самонадувающаяся. То есть, ну, коврик. Он в этом в самом гамаке, чтобы так не холодно было. Подушка. То есть, вообще нормально. Спалось замечательно просто. Миш сегодня тоже в палатке заночевал. Как, нормально было? Так, я в палатке сплю редко, поэтому мне непривычно. Непривычно, да? Ловит бока. Настя в машине осталась. Зато ближе к природе, да, чем в машине. Да. Ты Звуки природы все звуки слышно. очень нравятся. Птички пели. А я свою палатку поставил, чтобы сгрузить сюда вещи все. Такие туристы с чемоданами. Кстати, очень удобно. Ну да, вы столько сюда запихали всего. Все трамбуется нормально, да? Да. Гарри, твой ковушка или Васькин? Это мой. Ого. Ты мои не трогай. Нет, я сейчас собрал. Вижу ковушка. Такой же, да. И что мне нравится, в комплекте у гамака идет такая стропа, 2 штуки, для того, чтобы не повреждать деревья. Вот где идет основная нагрузка, то есть вот веревка, которая держит гамак, если ей привязывать, ну ты повредишь кору весом своим. А так, получается, я вот сделал оттяжку, тут нагрузки нету, здесь просто она оттянута. Ну, держит вот эту систему стяжек. И вот нормально держит. И там такая же. Чтобы голова была ясная, надо ее обязательно помыть с утреца. Вещи собрали. Сейчас пойдем поднимемся на гору Медведь. Тут есть пешеходные тропы. Погуляем. И вот тропинки начинаются отсюда и ныряем в лес. Здесь лес красивый. И там наверху тоже, я помню, там такие деревья необычные, такие места. Если я все правильно помню, какие-то вот, ну, сказочные такие прикольные. Видите, даже здесь такое начало. Так, куда пойдем? Сюда? Или туда? Не, ну не вниз, давай вверх. 2 тропы здесь. Ну да, наверное, вверх надо. Вот, смотрите, как отсюда. Какие виды. Хотя мы еще только 2 минуты поднимаемся по этой тропе. Смотри, как уже красиво. Вот тут бы мы заночевали, да, в этом месте? Кстати, да. Все можно было на машине. Я забыл здесь. Ну. Смотри, как здесь. Беседка. Ух ты. Да, тут.
Жители заказника. О, есть куница. Леопардовый полос. Это, по-моему, безвредная, не ядовитая, очень красивая, редкая змейка. Вот ее бы встретить. Было бы здорово. Аюдаг. Государственное автономное учреждение Республики Крым. Алущинское лесоохотничье хозяйство. Особо охраняемая природная территория Республики Крым. Регионального значения. Какой тут вид открывается. Затяжной спуск, сейчас спускаемся. Так, Алушта. Сейчас вид такой смотрит. Пейзаж один круче другого, конечно. Можно ехать бесконечно, наслаждаться. Смотри, здесь интересно. Ну все, довез, ребят. Михон, Да. спасибо Тебе вам. спасибо, Гарик, большое за отдых. Блин, дай руку. Да, рад, что мы наконец-то так отдохнули с Да, тобой. слушай, это вот Первый раз, мы да? знаем, с первого класса. Никогда такого отдыха себе не могли позволить. Ну вот, да, тут. Да, Тебе хорошо отдохнуть. да, спасибо. Обязательно. Погоняю. Много-много информации нам загрузите в YouTube. Надо И будет всем пока. поставить. Ну давай, да. Дайте обниму. Давайте. Давай. Значит, в следующем обнимемся. Без камер. Пойдем поговорим.